Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 24 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Будем помогать цыганской колодой. Итак, у нас девятка мечей, карта, которая выпала как карта дня. А девятка мечей обычно карта очень беспокойная, когда у нас много лишних мыслей, когда мы думаем не только о себе, но и о других людях, причем, может быть, даже о том, что нас не совсем касается. Мы теряем энергию из-за каких-то страхов, из-за того, что боимся будущего, из-за того, что заранее рисуем себе какие-то картины неприятные, может быть, что-то у нас не получилось, кто-то нас обидел, или, может быть, несколько раз в голове прокручиваем одну и ту же картинку, когда что-то неприятное у нас произошло. И вот у нас вот такой круговорот, от которого нам самим тяжело, и может быть даже такое ощущение, что мы без сил, да, но также эта карта девятка мечей может иметь и положительное значение. Девятка мечей у нас астрологически связана с Марсом в Водолее, и здесь мечи по Водолею могут показывать наше влияние на других людей, то есть наши какие-то мысли, наша интеллектуальная деятельность, какие-то проекты, связанные с интеллектуальной деятельностью, их очень много. И, возможно, нам даже сложно с этим справляться, и приходится, может быть, выбирать несколько, да, какие-то откладывать на потом проекты. Мы, допустим, не успеваем действовать, да, или, может быть, у нас много заказов, связанных с нашей деятельностью, мы не успеваем их осуществлять. Может быть, у нас слишком много задач, которые мы уже выполняем, может быть, какие-то действующие проекты, а к нам еще новые какие-то заказы приходят, да, и вот здесь вот может быть такая сложность. Кроме того, может быть вот по Водолею ситуации, когда идут какие-то перемены очень быстрые, резкие, неожиданные. Это может быть перемены в наших планах, это может быть изменение наших каких-то надежд, это может быть что-то, перемены в нашей зарплате, это может быть какие-то перемены, связанные с нашим бизнесом, если у нас есть, да. В общем, карта, когда все может меняться очень резко, может происходить какая-то ситуация довольно-таки сложная в эмоциональном плане, вот как будто бы шок такой мы можем здесь испытывать, но на самом деле здесь проблемы нет, проблема просто в неожиданности, да, и это нужно принять, это нужно пережить. Также карта может говорить о том, что, может быть, у вас будет очень много сообщений там в сетях, на страничке в интернете, да, или, может быть, нужно будет давать большое количество информации по каким-то новым проектам, так как у нас здесь Овен, да, Овен в Водолее. И также здесь могут быть ситуации, связанные с новыми начинаниями, да, новые какие-то дела, новые проекты, новая работа, новый источник дохода, может быть конкурентная борьба, допустим, нужно доказать свой профессионализм. А также здесь могут быть какие-то, знаете, какое-то новое поведение нужно применять, да, вот мы привыкли как-то действовать по-старому, а по-новому нам действовать необходимо, но непривычно, это нам тяжело. Мы должны здесь, возможно, изменить свою речь, может быть, манеру преподнесения какой-то информации, может быть, мы должны состояние ума поменять, может быть, способ решения какого-то вопроса поменять. Также карта очень часто связана с головой, внешностью, очень часто связана с активностью в плане, как информационная активность, да, то есть нужно давать достаточное количество информации. Допустим, у вас сейчас какая-то работа, какой-то проект, либо обучение, да, и вот очень-очень много нужной информации, и это не всегда просто в нужном количестве ее получать или в нужном количестве передавать. Также здесь могут быть какие-то
слишком большие скорости. Ну, допустим, вы едете на автомобиле, да, и можете создать аварийную ситуацию. То есть нужно быть очень осторожными. Не считать себя там правым во всем, да, не считать, что вот если я действую по правилам, значит, могу делать, ну, в этих рамках, что хочу. Есть еще люди, которые как бы вмешиваются в наши ситуации, да, и по их вине тоже может произойти тут неприятное, поэтому вот скорость сегодня, конечно, нужно снижать. Что может помешать? Десятка чаш. Вроде бы карта такая очень позитивная, карта исполнения всех наших желаний, когда нам хорошо и комфортно. Так вот, вот этот самый комфорт, вот эти наши, может быть, какие-то несбыточные желания, они могут как раз помешать нам здесь результативно действовать. Или, может быть, допустим, мы мечтали о чем-то таком приятном, и то, что сейчас происходит, находится в таком контрасте с тем, что мы намечтали, да, что нам это очень тяжело принять, а принимать все-таки нужно. То есть нужно на время забыть о вот этих вот сказочных мечтах, о каких-то заоблачных далях и так далее, да, то есть нужно сейчас полностью погрузиться в ту ситуацию, которая происходит, и решить ее. А теперь что будет помогать? Будет помогать старший аркан Маг, карта, связанная с общением, обучением, преподаванием, какими-то поездками, карта, связанная с средствами связи, да, когда мы используем для работы, для общения телефоны, интернет, в общем, любую технику. Также карта связана с коммерцией, да, с зарабатыванием денег. В общем, там, где мы очень быстро входим в ситуацию, там, где мы быстро решаем вопросы, привлекаем различных людей для этого, находим нужные контакты, звоним, пишем и, в общем, делаем все, что нам необходимо. Вот это как раз то, что нам нужно сейчас. Это то, что позволит начать новый этап в жизни, да, решить какой-то важный вопрос, поставить ситуацию в зависимость от себя, от своих действий, а не поддаваться вот на волю какой-то, в общем, того, что происходит вокруг нас. Кроме того, очень хорошее время для того, чтобы решать вопросы, связанные с средствами связи, аксессуарами, какими-то канцелярскими принадлежностями, какими-то, знаете, может быть, покупать какие-то небольшие функциональные полезные вещи, там ключи, флешки и все такое прочее. Может быть, вот эти мелочи необходимо тоже, ну, как бы, сегодня в полном объеме выполнить, да, для того, чтобы решить какие-то вот сложные вопросы. То есть нам не только важно решить вопрос глобально, но и в мелочах тоже во всем быть последовательными. Да. Что еще здесь может быть? Может быть что-то связанное там с поездками короткими, может быть там автомобиль, велосипед, транспорт, что-то такое нужно будет использовать для того, чтобы все успеть. Может быть видеоролики, допустим, нужно записать какие-то в интернет, выложить, или в блоге что-то написать. В общем, здесь, знаете, все важно, то, что мы говорим, пишем. Вот это как бы выходит на первый план, это нам помогает. Давайте посмотрим отношения для тех, кто в поиске партнера. Карта говорит о том, что у вас может появиться возможность встретить человека, положительного человека, который в каком-то статусе находится, да, может быть, это человек известный, может быть, это человек, который имеет влияние в обществе. В общем, замечательная возможность для такого знакомства. Для тех, кто в паре. Шестерка пиковая, опять же, шестерка. Карта говорит о том, что сегодня для тех, кто в паре, будут важны вопросы, именно связанные с деятельностью, заключением каких-то договоров, посещением каких-то учреждений правительственных, либо ожидания, допустим, решения, разрешения на получение каких-то бумаг, документов, в общем, что-то связанное с властью, может быть, с судами, с администрацией, получением каких-то важных разрешительных документов, там, допустим, по закону что-то здесь можно будет вам разрешить. Также с налоговой решение каких-то вопросов. Если говорить не о внешнем, а о внутреннем, как бы,
мироустройстве, скажем так, да, вот то, что касается вас двоих, то тут один из партнеров может считать себя главнее, важнее, диктовать свои условия, проявлять какой-то эгоизм и как бы стараться сделать так, чтобы второй партнер полностью подстраивался под его требования. Но здесь, конечно, могут быть тогда сложности, проблемы. Для тех, у кого ссора, выпадает туз червовый, карта говорит о том, что нужно проявить активность, нужно поговорить, причем говорить нужно о приятном, оптимистично, без оскорблений и так далее. Теперь посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы, у вас может быть как раз неожиданная какая-то работа подвернется, может быть совсем не то, на что вы рассчитывали, но это всегда к лучшему у нас, улучшение ситуации, неожиданные новости какие-то. А теперь для тех, у кого есть работа, семерка пиковая, много будет работы, связанной как раз с информацией, написанием каких-то писем, звонками. Может быть, какие-то бумаги нужно будет отправлять, счета, какие-то заказывать, может быть, почтовые отправления или получать какие-то письма очень важные. В общем, карта, связанная с коммуникациями, когда от этого зависит вот как бы вся наша работа, да, и не только коммуникации, но и средства связи. Это техника различная для связи. Здесь, кстати, наведение порядка в бумагах может быть, да, может быть, отчеты какие-то мы здесь готовим. Может быть, пишем заявление какое-то, может быть, кто-то захочет даже поменять работу, или, может быть, на какой-то новый договор перезаключаем на работе. Для тех, у кого свое дело, семерка червовая, карта говорит о том, что ваши дела идут в рост. Может быть, вы привлечете к своему делу из семьи близких людей, да, близкое окружение. Может быть, у вас будет бизнес связан с какими-то семейными делами, домом, недвижимостью. Может быть, это недвижимость не строящаяся, да, а это вторичный рынок. Также эта карта может говорить о том, что какая-то у вас ситуация произойдет очень важная, которая как-то повернет совершенно по-новому ваши дела. Это такое ощущение, что у вашего бизнеса появляется сила, мощь. Может быть, это еще сегодня так не проявится, но вы почувствуете это в дальнейшем. В общем, то, что сегодня произойдет, оно повлияет на дальнейшее развитие вашего бизнеса. Кроме того, здесь может быть денежки, кстати, могут приходить, может быть много клиентов, много заказов, может быть вы почувствуете вот опору вот на свой профессиональный уровень, на свои организаторские способности. Для финансов восьмерка червовая. Карта говорит о том, что здесь слишком много эмоций, может быть страх за деньги, да, что вдруг их не будет, или может быть долго ждете, допустим, должны деньги получить в начале дня, получаете только во второй половине дня, или может быть здесь деньги приходят не к вам, а к вашим близким, к членам вашей семьи, но все равно это ваши общие деньги. Может быть, вы будете тратить деньги на предметы какие-то дома, может быть, на посуду, на пищу, на что-то такое, вот на первой необходимости предметы. Может быть, будете помогать родителям, может быть, что-то в дом будете приобретать. Но в любом случае у вас здесь вот как-то все вокруг дома происходит в деньгах, и знаете, слишком много эмоций, слишком много страхов и неясностей пока что вот в этой сфере. Теперь итог дня. Итог дня валет червовый. Карта говорит о том, что вы будете чувствовать удовлетворение, вас будут любить, вас будут хвалить, поддерживать, о вас будут заботиться, и вы сами тоже будете стараться проявить заботу. Кстати, забота не только о материальном о чем-то, но и о чувствах людей. То есть очень тактично будете стараться себя вести. Также здесь может быть какая-то щедрость, какое-то щедрое предложение или, может быть, какой-то подарок приятный. В общем, все вас день устраивает, вы будете довольны, как вы его прожили, как справились со всем, что в этот день было, и будете чувствовать особую поддержку своих друзей, близких людей.
будете как бы наслаждаться уютом своего дома, вкусной едой, может быть какой-то здесь романтический такой настрой, ужин какой-то может быть при свечах, либо просто какая-то красивая обстановка. Вот вы захотите после такого суматошного дня создать себе такой комфорт, уют. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!